Посуда и кухонная утварь. Собирательный термин «посуда» в единственном числе «пхеры», во множественном «пхерыш». Обратите внимание на скобочки, в них у нас указаны классные показатели. Слово «кухня» на ингушском «шунче». Данный термин, скорее всего, является неологизмом, потому что в старых словарях я его не нашла. Интересно мне показался состав этого слова, и я решила его проанализировать. Разбиваем слово на две части. Первая часть – шун, вторая часть – че. Шун переводится как «ваш», то есть местоимение. Че переводится как «внутреннее помещение». Получается «ваше внутреннее помещение». Как-то не совсем логично назвать это кухней, более логично было бы назвать это домом. Поэтому, скорее всего, данный вариант является неверным. Давайте рассмотрим второй вариант. В ингушском языке есть слово «шу», переводится как «накрытый стол». Ранее ингуши использовали круглый деревянный стол с тремя ножками. Мне кажется, что нашей первой частью в слове «шунче» — «кухня» является именно слово «шу». Обратим внимание, что сегодня это слово используется без буковки «н», просто «шу». А в словаре Ужахова за 1927 год я нашла данное слово с буковкой «н» — «шуне». Получается «шун» — стол или накрытый стол, «че» — внутреннее помещение, «шун-че» — внутри помещения накрытый стол. Или же просто «внутри накрытый стол», либо «внутри помещения столовая». Второй вариант мне показался более логичным, а вы как думаете? Переходим к лексике. Оркинг. Кад. Пел. Пела оркинг. Куришк. Орку. Буг. Коде. Кодельк. Щекар лохторки. Тух лохторки. Бурч лохторки. Яй. Эк. Ялгу. Зезга. Бак яй. Кадекик. Чейник. Буаткерчельки. Урс. Мар. Аки. Ульки. Ткуарышт. Рудерки. Колдюахарки. Цец. Песк. Ведр.